Коми этим летом будут трудоустроены почти 10 тысяч подростков. В бюджете республики на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей. В Ухте к работе уже приступили 630 ребят. Сколько они смогут заработать, узнала Виктория Науменко. 10 рабочих дней по 3-5 часов каждый, в зависимости от возраста и отряда, и на руках у подростков в среднем 7-9 тысяч рублей. Для юного работника 14-17 лет вполне ощутимая сумма. Я решил пойти в трудовой отряд, чтобы интересно провести лето, возможно, найти новых друзей и также улучшить свое финансовое положение. Мне нужно будет купить билеты на поезд, чтобы поехать к бабушке. Бабушка живет далеко, поэтому... К слову, желающих потрудиться летом гораздо больше, чем рабочих мест. А потому в Ухте работает принцип живой очереди. Кто успел и раньше подал заявку, тот и трудоустроился. Впрочем, у детей из семей со сложным материальным положением всегда приоритет. Определенных требований нет. Это дети 14-17 лет, все, кто желает. Ну и, конечно, при трудоустройстве первоочередное право имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это малообеспеченные, опекаемые дети, дети, состоящие на профилактических видах учета. То есть это по всему городу работодатели в первую очередь предоставляют места таким детям. Вариант устроиться подсобным рабочим в организации города через центр занятости у подростков тоже есть. Но работодатели готовых их взять единицы. К организации труда несовершеннолетних есть ряд жестких требований закона. Поэтому трудовые отряды при школах и администрации – самый доступный вариант. Здесь юные ухтинцы работают на 0,63 и 0,71 ставки в зависимости от отряда. В их задачи входит уборка территории, помещений школы. А ребята из отряда мэра, который существует в Ухте с 2006 года, будут уже по традиции заниматься уборкой социально значимых объектов по всему городу. Некоторых из них мотивирует именно это. Для меня самое важное – это сама уборка территории, становление города более чистым, а не сама материальная зарплата как таковая. В этом году ухтинские подростки будут работать, как обычно, в 3 смены – в июне, июле и августе. Несмотря на экзамены, самой многочисленной в этом году оказалась первая июньская смена. К работе приступили 630 ребят. Заработанная сумма будет состоять из непосредственной зарплаты и материальной поддержки от центра занятости. По результатам труда за 10 дней ребенок получает порядка чуть более 8 тысяч рублей. И эта зарплата, это оплата труда, так скажем, состоит из 2 частей. Первая – это заработная плата, она выплачивается из муниципального бюджета. В июне она составляет порядка 8100 рублей. И плюс порядка 1300 рублей – это материальная поддержка Центра занятости населения города Ухты. Заработать наличные расходы на каникулах в этом году смогут 1157 юных ухтинцев. Именно столько рабочих мест создано для них при учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта и других организациях города. Это на 24 больше, чем в прошлом году. Год от года эта цифра растет, отмечает в управлении образования. И это, безусловно, радует. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.